Всем привет! С вами снова километры путешествий. Мы вам еще не надоели? И сегодня мы едем Куда-нибудь. куда-нибудь. Мы это решим буквально уже Через 20 час, минут. наверное. Через 20 минут? Но Нет, если через поторопимся, час. на паром на первый успеем. Сейчас время 5 часов утра. Такое яркое солнышко уже светит. Сегодня у нас 22 июня. Сегодня была самая короткая ночь. И самый длинный день был вчера. Едем мы вот на такой машинке. Я его называю Вильгельм. А Антон его зовет Вилли. У нас тут с собой кейс с инструментами, чемодан с вещами, которые мы планируем носить где-нибудь в отпуске. Это сумка, как обычно, которую мы будем таскать с собой в гостинице, где будем ночевать. Там сменная одежда. Тут тоже в боксах уже упаковали инструменты. Ну и в принципе все мы в этот раз налегке. Машина у нас большая, все поместилось. Ну и здесь бокс с продуктами. Тут со всякими зарядниками и всем остальным. Это у нас холодильник. В холодильнике мы попробуем ввести рыбку, колбаску, что-то такое скоропортящееся. Ну и все, в принципе, в пакете от Валберес у нас пледы и подушки для того, чтобы спать в машине. Места вполне себе много. В 5:05 по моим часам. Молодежь тусуется. Вот такое якутское утро. Ой. Как всегда. Пьяные тусовки. Так хорошо по пустому городу ехать, да? Сейчас через 2 часа. А, вообще-то сегодня же суббота. Через 4. Начнется. Хоть спокойно город показать. Улица Петра Алексеева. Здесь мы раньше жили. Хочешь на Петра Алексеева? Я там и там хочу, чтобы у меня и то было. Приехали в банк положить деньги на карту, чтобы не таскаться с наличкой. Только нафига я их снимал? Вот, дебилы всякие понеслись, сумасшедшие. Ужас какой-то. Так, ну, хочу показать наш блокнот. Прошлогодний. В этом году я разлиновала себе. Вот так вот. Разлиновала. Что я тут буду записывать? Это заправки, остановки. В следующий раз я куплю какой-нибудь блокнот, планер. Город спит. Улица Чиряева.
Губина. И что мы все красные собрали в этот ранний час? Зачем он нас ведет на переправу в Кичкас? Не знаю. Может, он хочет, чтобы мы оттуда уехали. Не хочу по плохой дороге. Улица Хварова. И снова красненький. Развернитесь, говорит. Да, там ремонт дороги идет. Вроде же писали до 20 июня. Июля, Свет. А, июля? Ничего себе, так долго. Впереди у нас площадь Победы. О, мужики сидят с утра пораньше. Да в они телефон. друг другом переписываются. Ну, в телефонах. Я с тобой не разговариваю. Нет, это я с тобой не разговариваю. И снова красненький. Странно так. Что происходит-то? Грешны вы, Светлана Леонидовна? Я грешна. Да. Очень интересненько мне. Приехали мы на заправку Туймада нефть и решили попробовать заправиться через приложение Альфа-банки. Так. Нету заправки. О, вот. Так, 26 градусов показывает. Бензин 95-й 68-40, 92-й 65-30. Залили 40 литров. 98-го решил Антон попробовать. 98-й 76-50. 3070 рублей заплатили. 3060, по-моему. Такие дырки здесь опять наковыряли дорожники. Ни знаков нет, ничего. Район техучастка. Рассада. Птицы заливаются, аж здесь слышно. Ого, ничего себе тут. Дорога-то совсем печальная. Мы приехали на паромную переправу. Здесь пусто. Никакого ажиотажа. Люди, выезжайте в 5 утра. И будет вам счастье. Все проезды свободные. Где закрыты один только. Ну, они закрытые, но они все пустые, машин-то нет. Накопителей нет. Какая замечательная паромная переправа. Еще бы покрытие сделали приличное, а не вот это вот все. Вот там самолет садится. Взлетает. Нет, садится. Где ты летак видишь? А ты, кстати, знаешь, Он что прямо на нас самолет, летит. он на самом деле не самолет, он сам не летает. Пускай не Там же летят. пилот им управляет. Это пилотолет получается. Пилотолет. Да. Туалет такой прям
в цветах вещь. Чтоб паром пропустить, сидишь, смотришь. Ты увидел самолет? Нет, а Да вот он. теперь увидел. Прям на нас летит. Новосибирский, наверное. Уже рано прилетает. О, Буза. Где Буза? Ой, точно, тут кафешки всякие, домашний очаг, Буза. Красивенько так. Идет погрузка причала номер 3 на табло. Замечательно. Так, самолетик. Ту-ту-ту-ту-ту. Где он? Где он? Подождите. Да мне самолет не дал снять. Вот он, смотри, прямо как низко зелененький огуречек. Огуречек. Так, мы едем на причал номер 3. Чтобы вес нормальный был, бампера сразу не оставить. Там за нами еще 2 машинки едут. Сел. Звук только дошел. Реверс включил. Так. Тут большие машины смогут проехать? Ну а почему нет? Да? Мне кажется, так узко. У меня глазомер плохой. А как ты ездишь за рулем? Езжу. О, нормальный въезд. Это Сережа Колосов спрашивал, как въезд на паром. Я говорю, я тебе сниму, отправлю, сними ему. Хорошо. Сережа, все хорошо. Въезд замечательный. Да, действительно. Все, освоилась. Они тут полы помыли на пароме. Когда погодчика. Так. Дядечка регулирует. Вот вам, пожалуйста. Никаких очередей, никаких драк. Заехали себе на паром. Сейчас еще будем ждать, когда загрузится полностью. Угу. А я как выходить из машины буду? Так поставили возле машины прямо. И придется мне сидеть всю дорогу. И тут ничего не видно. Пока мы стоим. Пока паром стоит, мы решили позавтракать. Надо еще мешок показала. Какой мешок? У нас нет мешка. Я бы показала. Потому что очень хочется кушать. О, дядька худой прошел между машинами. Значит, я тоже могу пройти. И 70 цепишься. Наш термос любимый, который держит тепло. Ну, горячая вода в нем сутки. Чай двое. А вторые сутки он вполне себе тоже пригодный для питья. Так, мальчикам зеленый, девочкам розовый. Ну давай. За то, что мы на пароме. Горячий какой. Горячий. А там паром проходит. Это он отходит или пришел? Пришел. Жесть, конечно, 1,5 часа будем ехать и ничего не видеть, блин. Я всяко отсюда вылезу. Да. Хорошо.
Так как у меня выхода нет, Антону пришлось идти самому. И снимать будет тоже он. Посмотрим, какой он оператор. Может, лучше меня. Я пошел платить за паром. Ты себя веди хорошо. Хорошо? Хорошо. Единственное, что я могу снять, это бесплатных пассажиров на аппарели. Так, отошли мы в 6 часов ровно. Паром, по всей видимости, не полный, потому что в громкую связь сказали, что, уважаемые водители, вас не так уж много, просьба оплатить в кассе. Сейчас Антон придет, и мы узнаем, сколько стоит проезд. Сказали, не забывайте оплатить за пассажиров. На выезде будет проверка. Солнышко светит. Так, хочу сразу же показать. У меня, как всегда, в дверке тут лежат пакетики отрывные из хозмаркета, мои любимые. В прошлый раз были голубые, в этот раз розовые. Отрываю пакетик, складываю туда мусор. И потом на первой стоянке там, или остановке, заправке выкидываю этот мусор. Никогда мусор в машине не копится. Очень удобно. Здравствуйте. О, привет, ты до сих пор снимаешь? А что не убираешь-то? Ну, я чай пью. 1450 рублей. Ты дорогая, оказывается, блин. 300 рублей за 500 человек. За меня, да? Тебя только, ну. Угу. Я, короче, там мало снял, я знакомого встретил. На Булус поехали. Я говорю, а что в такую рань? Он говорит, а потом на паром, говорит, не попадешь. Я дома нарезала яблочки, морковку и завакуумировала. Такие пакетики помаленьку, порционно, так сказать. Хоп, открыл, достал, съел. О, пассажиры улетели. Их, наверное, кормят где-то там. Мы решили, что будет говорить Антон, наконец-то. Ага. Давай. Вот, у нас было очень много планов, куда поехать, раздумий. Хотели на Кавказ, ну, с последними погодными там ветрами, оползнями и прочим. Мы подумали либо Кавказ, либо Краснодарский край. Но в прошлом году нам очень понравилось на Алтае. И, возможно, Горно-Алтайск. Туда же та же база. И там наконец-то порыбачить, потому что с рыбалкой в связи с этими путешествиями у меня не получается в этом году, а по рыбке я скучаю. Поэтому Орел — это у нас будет Краснодарский край, Решка — это будет Горно-Алтайск. 10 рублей настоящие. Я потом расскажу, почему. Ой. Боком. Орел. А что был орел? Я не помню. Давай по новой. Вот настоящая 10-рублевая монетка. А решка это будет Горно-Алтайск, Орел, Краснодар. Решка, Горно-Алтайск, Орел, Краснодар. Да. Решка. Решка. Ты выиграл. Это куда мы едем? В Горно-Алтайск. Могу забивать навигатор? Забивай. И звони Лизе. Просто у нас тут были такие дебаты целую неделю по поводу, куда поехать. Лиза спит еще. Пол-первого ночи. Ну, напиши. Короче, пусть билеты берет. Да. Я очень сильно хочу на море. До безумия хочу на море. Я хотела в Абхазию. Антон говорит, поехали? Какие проблемы? Краснодарский край, Абхазия. Там, к тому же, везде нас ждут. Да, везде. Вы нас везде там ждете. Друзья. Там столько родственников, столько друзей.
Было бы прекрасно, конечно, поехать туда. Но мы вдвоем, и как бы, ну, во-первых, это накладно вдвоем ехать, да. Все-таки, ну, если бы мы доехали до Москвы, а там бы поехали вчетвером, там бы разгрузились маленько. А сестра Антона, ну, не очень хочет ехать туда. А мы очень хотим с ней поехать, потому что, ну, все равно как бы веселее, и, ну, действительно, разгрузка это по финансам. Мы им предложили, ну, давайте тогда поедем на Алтай. Как бы и нам недалеко ехать, и им из Москвы долететь туда, в общем-то, там 4 часа, да, или сколько? Не знаю. 3. Не летал никогда. Вот. Ну и вот были все время в раздумьях. И решили, а давай кинем монетку. Как упадет, туда и поедем. Да, если Упадет... бы выпал Краснодарский край, мы бы все равно к Лизе бы не заезжали, они бы тоже куда-то приехали, потому что мы бы ушли на Волгоград, Да, объезжая нам Москву. бы удобнее было объехать Москву ближе. Вот. Поэтому мы едем на Алтай. Ну ладно, вполне себе Так тоже что, нормально. Море, я тебе бассейн посолю. Посолишь мне бассейн. Да. Угу, спасибо. Я не хочу на море. Там сейчас везде пробки, блин. В прошлом году нигде бензина всем не хватало. Ну да, меня вот только это останавливало, что я как бы сомневалась Если ехать. ехать надо, вот как мы ехали на первом пароме, как хотели уехать, чтобы было вне сезон, там мы все равно нашли бы чем заняться. Ну, в мае до середины июня вполне себе можно туда ехать. Ну, а мы же заняты были. Ну, у нас свадьба была. Не у нас. Ну, как не у нас? Практически у нас. У сына была свадьба. Вот. Поэтому, ну, сейчас попозже напишем Лизе СМС, что мы едем в Горно-Алтайск, покупай билеты. Сейчас буду бронировать базу. Ровно 1,5 часа мы ехали на пароме. Задави мужика. Замечательные въезды, съезды. Ну все, друзья, мы двинули на Алтай, на большой земле. В прошлом году говорили, что мы не в России, мы едем к центру ближе. Да. В прошлом году нам писали замечания, когда мы говорили, что чем ближе к России, он говорит, а что, Якутия это не Россия? Якутия это Россия. Пристегнись. Вот, пристегиваться надо, оказывается. Якутия это Россия. Мы едем ближе к центру России, а точнее на Алтай. Сейчас мы переправились. Пристегнись. Пикает. Сейчас мы переправились и едем в поселок Нижний Пестях. Вот она, наша река. С парома не посмотрели, хоть отсюда видно. Какое-то тут дорожно-транспортное происшествие, похоже. Машина, видимо, улетела туда помятая. Привет. Остановились на стояночке. Оводов столько много. Погода шикарная. Красота. Сейчас немножко покажу вам нашу машину, наш новый дружочек. Toyota Wildfire. Все уже в мошках, в разбитых оводах. Кошмар на стекле. Вот это ужас. О, овод у нас уже там даже сидит. В салоне. О, везде. И у нас еще есть вот такая наклеечка.
QR-кодом от YouTube. Заказали такие наклеечки в маленьком размере, чтобы их где-то наклеивать. Идите, покажу вам туалет. Это таз вообще. Просто звук. И на помойке то же самое. Также гудит. Кошмар. За качекацами прямо резко появился дым. Камера не передашь. Но все равно видно немножко. А ты говоришь, водичкой завоняла. Да, и меня почему-то укачивает. Слишком мягко машинка идет. А это знаменитая Мондручу. Здесь всегда была плохая дорога. А сейчас, кажется, ее хотят сделать. До конца лета, может, продержится. Все, мы все в гудроне. В бабочках. И в бабочках. В гудроне и в бабочках. Ну, что сделаешь? Дороги тоже надо делать. На дороге, ладно, что с бабочками делать? Сачок впереди ставить. Большой. С мешком. Экран. И вот чем приятно ехать в выходной утром. Мы уже 2 часа едем, сейчас время 9:16, ну почти 2 часа. А машин практически нет, ни встречных, ни попутных. Сейчас они выспятся, наверное, часов в 10 понесутся, да? Ну, посмотрим. Сделаем выводы. Время 10:00, мы приехали в Улу. Заправляться будем? Да я долью, наверное, но хотя нам долдана хватит за глаза. Ну, нет. Пусть будет, да? Я не люблю долдан. Попробуешь приложение? 95-й 60 рублей, 92-й 57,90. Вот это да! Кошмар какой-то. Все в бабочках. Так, заправляемся 30 литров по 60 рублей, 1800. Высадка пассажиров на территории АЗС запрещена. Все, ухожу. Кнопку не нажимайте. Их еще больше стало. Это вообще нашествие какое-то. Остановились помыть стекло. 300 километров проехали. И поболее, наверное. Антон решил помыть стекло. Да, заняться глупой затеей. А я пойду снимать этих бабочек. Мамочки, сколько их много. Это же кошмар какой-то. Просто снег из... Ой, желтенькая. Ладно. Ой, их много желтеньких, оказывается, еще бывает. Ничего себе. Белых это вообще, конечно. Просто. От них прямо даже звук. Затея. Получается почти чисто. Но здесь уже не 3. Да блин, я не тру, мне надо вытащить.
Радиатор ты. Дебилки, блин. Вот время сейчас 10:30. Стекло чистое. Посмотрим, через сколько оно у нас замарается. Вот такой результат через 15 минут. Мост через реку Амга. Что это я так криво поставила? Красота. Красивенькая. И вот он, наш любимый поворот, где параллельно идут две дороги. Железная и автомобильная. Полчаса прошло, стекло вот такое все. Такое и было, блин. Очень красивое место. Какие-то рельсы кривые. Вот уже видно стало в тумане кит. Но с нашими этими размазнями на стекле ни хрена не видно. Ужасно, конечно, снимать через такое стекло, но ничего не поделаешь. Мы едем по мосту через реку Алдан. Тоже очень красивая речка. Вот она. Ой, тут горы видно на заднем плане. Красота! Храм так блестит на солнышке. Мы сейчас подъезжаем к Тамоту. Тут кафешки стоят. Вон огурцы. О, точно огурцы. Контроль в спину. Наша Ника? Да. Точно, Ника. Вот хотим здесь пообедать. Обычно всегда здесь останавливаемся. Ужас, стекло какое. Напиточки, салатики. Что тут еще есть? Выпечка всякая. Кстати, у них пирожки вкусные всегда. Горячие. Рыбка. Пюре с куриным рулетиком, с куриной колбаской, беляш, 2 пирожка с мясом, рисом, пельмешки с фрикадельками, 2 энергетика еще. Мы очень вкусно покушали в кафешке. Сейчас Антон там чистит машину от бабочек, и я пошла купить огурцы. Эти бабочки все. Потому что мы из дома, когда поехали, я забыла взять огурцы для бутербродов. А что-то как-то хлеб с колбасой не очень идет. Вдруг там придется где-то поужинать. Поэтому сейчас пойдем купим овощей. Деньги. Нет, народу много в магазине. Черешня сколько стоит у вас? 650.
Сейчас мы приехали в Алдан. Будем опять заправляться. Остановились помыть мордочку нашему мальчику. Потому что такие виды красивые. Хочется чего-нибудь поснимать. А снимать невозможно. Река Орочонка. Ороченко. Такой шум. Вроде какой-то там маленький ручей. А так громко шумит. Такая красота. Природа, конечно, вообще неописуемая. Здорово. Посмотреть, как устроено все под мостом. Тут камушками выложили. Как интересно. Любопытство. Я надеюсь, тут медведи не ходят. Бабочку даже на антенну прилепила. Одна и вторая. Вот бедняжки.
нашей дороге. Судя по пыли, которая возвышается над горами и лесом. Ну, эта дорога была не вся в кочках, блин. Да, припрыжку. Некому ремонтировать здесь, видимо. Как и предполагали. Скакали. Здесь все же лучше, чем там перед ней, где по скальнику, поэтому. Это уже острые камни. Общая дорога вот так вот нам сделала. Здесь нормально. А этой стороной. Камень это был острый, да? Да хер его знает. Уроды. Перед нами, получается, машина шла. Пылюка стояла клубами. Ну вот об этот камень, по-моему, и хряпнули оба колеса. Да. Вот он след. А, нихера себе, это вот так вот. Прохерачили диск. В заднем тоже. Но здесь еще более-менее. Угу. Его, может быть, и поправлю сейчас. А вот как ее поднять сейчас, блядь? Вот в чем вопрос, блядь. Тут мужик остановился, спросил, чем помочь. Ничем не поможешь. Спасибо. Ягоду из Благовещенска, которую возят, тоже остановился парень. Спросил, чем помочь. Резина тут целая. Самое обидное, что я не могу мужу ничем помочь. Только поснимать. Капец, пылюка. А? Капец, говорю, пылюка. Вообще ничего не видно. О, блядь, не, я такую туй зажгутую, однако. Сколько нам там до тында-то? 100 километров примерно. Ну, будем подкачиваться. Еще кто-то летит, как сумасшедший. Тормози!
Вот почему, блин, дальнобойщики адекватные люди, да? Смотри, они все тормозят. А на легковушках ни один не притормозил. Все проносятся как сумасшедшие. Парень, спасибо большое за поддержку. Короче, он что делает? Компрессор подсоединяет. Из-под диска тоже надо. Так оно разрезало ее. Если снизу еще одну попробовать засунуть. Блядь, может второе попробовать лучше. А что, второе сильно? Были бы камеру запихать, да. Тут, блядь, ждать только кто с таким размером поедет. Банан брать. Да никто не даст сейчас в наше время. Ну вот, поедем на таком колесе. Сказали, тут недалеко. Хотя бы с дороги с этой грябаной уехать. Решили ехать. Сказали, до асфальта тут немного. Дотелепаемся. Хотя бы с этой пыльной дороги уйдем. Река Монахта. Или Монахта. Или Монахта. Не знаю, куда делается ударение. Стоим вот. Съехали с этой дороги. Там пылюка. Тут ее поменьше. Всех обзвонили, всех озадачили. Ждем какого-нибудь положительного результата. Чувака такого посадили. Охранник сидит. Там речка шумит. Пылища. И мы такие. Поезд идет пассажирский. В салоне немножко перестановка произошла. Потому что сейчас нам должны привезти колеса, и нам наши колеса нужно будет куда-то положить. Поэтому чемоданы с сумками переехали в салон, а колесики поедут сзади. Вот нам на такси привезли колеса. Мне бы вот шиномонтаж, и потом с шиномонтажа сгонять. Я нашел резину. 7-8 километров, ну грубо 10. Ага. Вообще плохой. Да, ну вот. И мы не одни такие сегодня. Давай. Эта гайка не пойдет, да? Нет, эти гайки не пойдут. Из банана.
Вот 22:30 мы поехали. Нам на такси привезли. Спасибо пожарной охране нашей доблестной. Везде найдутся знакомые. Едем в Нерюнгри обратно. Таксист впереди нас едет, помог. Тоже спасибо ему. Самое, что не обидное, это первое, что мы не летели с бешеной скоростью, что никуда не улетели. И второе, что мы не первые, что здесь полтрассы стоит так, с этими колесами. И спасатель сегодня весь день подъехал, говорит, я задолбался сюда ехать всех выручать, и в итоге он сломался, спасателя самого потянули на веревке. Так что лучше не гонять на таких дорогах. Хорошо, что мы не гнали, да? Да, сейчас бы лежали в кувете. Вон они лежат эти все. Ну вот грейдер прошел и повытаскивал все эти камни. Приехали мы на шиномонтаж круглосуточный. Сейчас второе сразу. Что, тогда я подъеду сюда, резина. Колесики у нас. Зона. Раз опасно, я пошла. Можно это добраться? Да. О, блядь, ну немного. Так, здесь фонарик нужен, да? Время 2 часа ночи. Все, сделали нам колеса. А мы не спим. Все замечательно. Сейчас где-нибудь найдем пристанище и ляжем поспать до утра. Сегодня нам попались замечательные люди. Но о них я расскажу завтра.